В Северной Осетии уже несколько лет выводят безвирусные сорта картофеля. Каждый зародыш содержат в теплицах, затем готовые клубни высаживают в горах в течение 5 лет. Именно столько времени нужно, чтобы получить экологически чистый продукт. Познакомиться с работой биотехнологического комплекса решил министр сельского хозяйства России Николай Федоров. С рабочим визитом он прибыл в Северную Осетию. Разведением картофеля нового поколения в нашей республике занялись на базе ООО «ФАТ Агро». Это единственная площадка по выращиванию элитных сортов картофеля. Уже сейчас сельхозпредприятия России могут закупить для посева экологически чистый картофель, который принесет в несколько сотен раз больше урожая. Вдвойне и втройне приятно, что я увидел сегодня очень современный комплекс, который вижу на самом деле впервые, хотя бывал в разных странах, в разных мирах, смотрел разные лаборатории, разные комплексы в разных должностях, но особенно сейчас в должности министра сельского хозяйства. Да, это лучшее в России, такого пока еще в России нет. Конвейер молодежных проектов на форуме Машук и Селигер стартовал в нашей республике. С 12 по 16 мая молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет смогут пройти образовательную программу, придумать и защитить свои проекты. Московские эксперты в области молодежной политики подготовят претендентов к участию на форуме Машук. После пройдет оценка проектных идей по таким критериям, как публичность, актуальность, креативность и другие. По итогам конвейера будет отобрано более 200 человек на форум Машук и около 100 человек на форум Селигер. Лучшие проекты будут профинансированы. Размер субсидий составит до 500 тысяч рублей. Сегодня мы стартуем, начинаем конвейер молодежных проектов, планируем отобрать состав делегации на форумы Машук и Селигер. Также планируется образовательная программа, какие-то тренинг, семинары, установочные сессии для молодежи, для того, чтобы они более качественно и, так сказать, удачно написали проекты свои. Владикавказ вновь встречает гостей 4-го международного фестиваля детских хореографических коллективов «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы». Более 700 участников из разных стран выступят со своими красочными номерами на сцене Остинского театра. Детские коллективы демонстрируют свой творческий потенциал уже 4-й год. Возможность поделиться опытом и обрести новых друзей радует участников. В Северной Осетии фестиваль продлится до 16 мая. Победителей будут определять в 2 возрастных категориях среди 19 участников команд. Дети, которые этим занимаются, они изначально дети мира. Есть такое выражение, дети мира. Дети, которые несут свет и сеют его по всему, там, где они есть. Фестиваль культур народов Кавказа завершился в Санкт-Петербурге. Он стал 4-м по счету. Остинскую культуру традиционно представил ансамбль «Сармат» под руководством Ирины Черджиевой. Коллектив покорил всех восхитительным танцем поединок. Зрители отметили талант, яркость и изящество наших ребят. В Северной Осетии состоялось несколько турниров по конному троеборью. Мероприятия прошли на территории конно-спортивной школы в поселке Заводской. Около 20 сильнейших спортсменов из разных регионов страны прибыли в Северную Осетию для того, чтобы выявить лучшего всадника. Соревнования проходили как для юных спортсменов, так и для взрослых наездников. В каждой из категорий были представители нашей республики. По итогам турниров все первые места заняли представители Остинской школы верховой езды. Кубок России завоевал Заурбек Баев на коне Баргузине. Международный турнир, чемпионат СКФО и чемпионат республики выиграл Андрей Митин. Здесь впервые на нашей территории, в нашей республике проходит Кубок России по конному троеборью. Также параллельно разыгрывается первенство в международном турнире и параллельно также чемпионат республики разыгрывается и чемпионат нашего Северокавказского округа. Наши спортсмены во всех 3 видах представлены, 4 даже видах представлены, они выступают. Пока так не буду заранее забегать вперед, вроде пока все нормально.